Бисмиллах, альхамдулиллах, вассаляту вассаляму аля расулиллах. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сегодня 17-й урок. Тема сегодняшнего урока — мим сакина. Мы прошли 4 правила нун сакина, то есть нун сукуном. И здесь у нас уже идет мим сукуном. И мы коротко объясним эти правила. Первое положение у нас мима — это идлам мим. Если после пустого мима следует буква мим, то первый мим не читается, а второй мим удваивается, удлиняя назализацию на 2 огласовки. Например, вааманахум, потом идет мин. Первый мим пустой, за ним следует другой мим. И он постоянно бывает удвоенный. Мы просто пропускаем первый мим и сразу же переходим на второй, удлиняя назализацию на 2 огласовки. Например, وآمنهم من وآمنهم من потом ربهم من عليهم مؤصدة لهم من. Если после пустого мима следует мим, то первый мим не читается, а второй удваивается, удлиняя назализацию на 2 огласовки. Дальше аят. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. В этом аяте много правил у нас. Сначала «ат'амахум». Вот здесь встречается 2 мима. Первый пустой, второй удвоенный. Первый не читаем, второй удваиваем. Потом «мин». Здесь идет правило «ихфа». Удлиняем назализацию букве «нун», переходя махраджем на букве «джим». Потом «джу'иу» идет третье правило. Здесь «идлам». «Идлам» с гунной, потому что после танвина идет буква «вау». «Джу'иу» переходим. Потом «вааманахум» встречается правило «идлам мим». Первый мим не читаем, второй удваиваем. И последний «мин». Здесь правило идет «исхар». После нун сакина идет буква «хо». «Хо» из гортанных букв, то есть «хамза ха», «айн ха», «гайн ха». Здесь читаем ясно. «Мин хауф». И следующее правило «аль-ихфа», то есть «ихфа мим». Если после пустого мима следует буква «ба», то мим читается, удлиняя назализацию на 2 огласовки. Вот после мима идет буква «ба». «Я'лям», потом «би-анна Аллаха». Здесь мы мим читаем, но удлиняем назализацию на 2 огласовки. В общем, на букве мим мы смыкаем губы, удлиняя на 2 огласовки, размыкаем их на букве «ба». «Я'лям би-анна Аллаха». «Я'лям би». То есть «я'лям би». Потому что у буквы мим и ба одинаковый махрадж. Обе эти буквы произносятся, смыкая обе губы. Ба, мим, ба, мим. Поэтому мы смыкаем губы на букве мим, размыкаем их на букве ба. Я'лям би анна Аллаха. Второй пример. Раббахум бихим. Тармихим бихиджарах. И в остальных случаях мим читается ясно, без удлинения назализации. Потому что дальше уже мим не будет пустым, мим будет сукуном. А там, где мим стоит сукуном, мы читаем как есть, без изменения. Например, хум хайруль бария. Хум. Читаем как есть. В общем, если после пустого мима следует буква мим, первый мим не читается, второй удваивается. А если после пустого мима следует ба, то мим мы читаем, удлиняя назализацию. И третий вариант, когда мим с сукуном, читаем как есть, без изменения. И здесь завершаем 17-й урок. Вальхамдулиллахи Раббил Аламин.